говорит вам, время нет. Но видишь, что он болтовнями сутками сидит, это у него время есть. Люди думают, что как будто книга читать бездельники. Представляете, один парень какой-то день подошел ко мне, он мой дальний родственник, говорит, немножко, говорит, бы свободное время, я полистал твою книгу. Я сказал, мне очень жаль, мне что, тебе платить, да, за то, что ты его полистал? Одолжение. Уловили? Одолжение. Как будто для меня он это делает. У меня более 2 миллиона читателей. Более 2 миллиона экземпляров моей книги продавались. Они еще будут дальше продаваться. Ты его читаешь, не читаешь, для меня погода не делает. Потому что с помощью Аллаха я создал себя. Понимаете? Вот, знаете, я недавно был в Самарканде, несколько месяцев назад. Я внимательно посмотрел на эти мавзолеи. Если вы заметили, все эти мавзолеи наши древние построили, и даже здесь, да, маленькими мозаиками, маленькими кусочками. Я долго не понимал, почему так. Я был в Санкт-Петербурге, там Исаакский собор, Казанский собор, они все тоже так построены, мозаиками. И был в Австралии, заходил в какой-то храм, тоже сами. И думал, интересно, почему во всех духовных центрах и во всех исторических центрах не красками покрасят именно этими маленькими мозаиками. Возможно, одно из них для того, чтобы долго эта краска осталась и так далее. Но я думаю, что у него есть другая философия. Ты вот так маленькими кусочками создаешь себя. Вот так маленькими кусочками создаешь свой духовный мир. Именно таким маленьким протяжением всю жизнь. До конца твоей жизни. По чуть-чуть ты создаешь свою судьбу, свою жизнь. Философия этих, я для себя такой урок брал от них, что, наверное, это так и есть. По крайней мере, я для себя это так интерпретировал. Год за годом, по чуть-чуть придется тебе это сделать. Вот, дорогие мои, вы бизнес-ориентированные люди? Вы не поняли меня. Бизнес-ориентированные люди? Люди бывают два категории. Есть люди бизнес-ориентированные, есть люди не бизнес-ориентированные. Бизнес-ориентированные люди чем отличаются от обычных людей? Бизнес-ориентированные люди, они отличаются тем, что они понимают, что деньги это благо. Деньги это помогает лучше жить. А не бизнес-ориентированные люди, они считают, что это все, как Аллах даст, так и будет. То есть они живут по, как называется, по течению. Они ждут, когда удача придет к ним. Они говорят, тебе повезло. Они так думают, тебе просто повезло. Где-то 2-3 месяца работал грузчиком, и работая 100 рублей мне платят в одном контейнере. Я работаю в одном азербайджанце, он мне в день платит 100 рублей. Каждый день работаю, вечером 100 рублей дают мне. Я грузчик. Иногда по вечерам, по ночам оставлю, по базаре останавливаюсь и разгружаю разные машины, немножко еще зарабатываю. 100 рублей платят. И вдруг, я же грузчик, я помогаю ему отгрузить семечки и так далее. А эти покупатели за 2-3 месяца, конечно, уже меня знают, поздороваются со мной. Я чуть-чуть научился говорить на русском, ну небольшие слова, что-то чуть-чуть понимаю. И тут девушка приходит и мне говорит, ты классный парень, зачем тебе это надо? Я говорю, знаешь, я очень мечтал учиться в Москве, но не грузчиком работать, но, наверное, пока так. И она говорит, знаешь, будет тренинг, хочешь пойти? Слово тренинг для меня, это непонятное слово, что это такое? Она говорит, это учеба, понимаешь, это классно, это учеба. Я думал, интересно. Я говорю, хорошо. И я пошел туда. Тренинг стоит 3000 рублей. Один американец выступал. 3000 рублей. Это сколько долларов? 500. Потех. Около 500. Согласны? Теперь 96 год. В 1996 году. В Худжанде, 13 микрорайоне, двухкомнатную квартиру мой родственник как раз купил за $450. Один день тренинг, одна квартира.
Я пошел туда. Все деньги потратил. А потом, через некоторое время, тренинг был 5000 рублей. 5000 рублей. А у меня денег не было. Я попросил у этого азербайджанца долг. И взял, пошел. Потом поработал, 2 месяца ему отдал. Потом тренинг получилось 8000 рублей. Представьте, 8000 рублей. Это уже почти 1200-1300 долларов. И я ходил туда. Самое интересное было то, что за каждый тренинг я платил стоимость одной квартиры, но на русском я не понимал. Вы понимаете? Я не понимал 90%, что они говорят. Я чуть-чуть только базаре научился. Вези, дай, отвези, привези. Я не читал книги, литературный язык, вообще не понимал. Делай, продолжай делать, не останавливайся. Правую руку поднимай, повторим за мной. Есть знание для дела, есть дело для знаний. Делай, ты поймешь. Делай. Ловили? Но только не советуйтесь с неудачниками. Не поговорите с теми людьми, кто не профессионал в этих областях. Никогда не советуйтесь с тем человеком, который не имеет опыта в этой сфере. Ну, когда вы болеете, к кому пойдете? Врачу, так? Вы же не пойдете к юристу, давай, ты документ сделай, мой печень что-то не то работает. Идите, пожалуйста, к тому, кто это понимает. Не слышите, пожалуйста. Знаете, вот, хами мардуми хужаба як-то плюсы бақуваттари нашаст ки ягон тоҷикон истифода намекунад. Бемаслиҳат ягон кор шумо намекунед. Гапам дуруст ми? Ҳамин элементарни мошина фурӯшад, ё ки харад, ё чӣ кунад, ё намедонам духтараш утяд, ё ки бача зантияд, ё ки чӣ кор ба обязательно 20 кас қати маслиҳат мекунад. Ҳамин кор плюсаш хеле калонад. Ҳамин хеле не? Ман як фикри шумо грамако. Так ме? Вот это самый основной плюс пухтагари мардуми хуҷанд нисбати тамоми Тоҷикистон анамин бай. Шумо бояд ки ин одобу анамин пухтагари тамоми тоҷика ёд тето. Ина фаҳмида гиред. Агар ёд наметем, ҳамамо азоб мекашем. Медонед, вай пештартар закрита буд. Закрита буд. Ҳар як район, ҳар як шаҳр фақат худ ба худаш зиндагӣ мекард. Мисол 50 сол, 70 сол пеш ё 100 сол пеш. Хужан худ ба худаш, Кулоб худ ба худаш, Дангара худ ба худаш, Шаҳристон худ ба худаш, мисол Ягноб худ ба худаш. 5% ё 7% мардум буродаро мекард. Ҳамехел не? 90% мардум буродаро намекард. А ҳозир дигар. Ҳозир 90%аш буродаро мекунад, 5%аш не. Ҳозир хуҷанд агар ки 10 та хуҷандия бинед, 50 та нехуҷандия мебинед. Ё гапам дуруғ? Вай мардума ёд додан дар кор, вай миллати мо, вай мардума нишон додан дар кор. Чиба? Чиба ки агар ёд натиед, фақат бачаи шумо мерад, ҳамон бача муаллимай. Фақат мактаба ё ки кори шумо мебурад, ё ки вай якташ як корхунаба, якташ духтура, якташ чи хоҳед нахоҳед, шумо пешаш меред. Хоҳед нахоҳед. Мо ина фаҳмиданомо дар кор. Мо як миллатем, як тақдир дорем. Як ватан дорем. Ина фаҳмидан дар кор. Ин хомигара дур кардан дар кор. Одами бахил қати маслиҳат накунед. Бахил ягон вақт маслиҳати дуруст наметиҳад. Ҳамин чиза дидагӣ ме шумо? Одами бахил дунатам ки маслиҳати дуруст наметиҳад. Вай бахил. Барои вай ягон вақт ҳаёташ ба ягон чизи бузургӣ пайдо намешад вая. Чиба ки худованд бахил нест. Худованд ҳама қадар бузургиш қати, ҳама қадар сахихай. Фаҳмидед? ҳамо одамо қати маслиҳат кардан дар коре ки дилаш бузургай. Одам бахил қати доноям бошад маслиҳат напурс. Чиба ки вай одам зихна, ҳаёти вай зиқи қати мемурад, на худаш ба фоидаш мерасад, на халқ ба, на каси, на ҳамсояш ба. Вай мардум ягон вақт некӣ намебиёрад миллати мо ба.